честно, я не особым желанием туда хожу, в эту организацию, потому что все время надо ругаться. Я оттуда прихожу всегда с давлением. У жительницы Казани Эльзы Мингалеевой двое детей с инвалидностью. Положенные от государства средства реабилитации расписаны на нескольких страницах. Говорит, все, чего пока добились в этом году – пара корсетов и головодержателей. Жалуется на долгое оформление документов и качество того, что получает через фонд соцстраха. Коляску для сына и вовсе не дождалась. Сослались на то, что они внесли изменения в индивидуальную программу реабилитации ребенка. В 2020 году мы почти получили коляску. Вот знаете, вот я пришла уже забирать коляску, но у меня с рук ее забрали. Сказали, что вы переделали новые ИПРА, и по ИПРА вам не положена коляска. У ребенка Юрия Никишина тоже инвалидность. На этой неделе мужчина вышел на одиночный пикет в центре столицы. У него претензии к качеству подгузников и инвалидных колясок. Во-первых, подгузники, то есть непосредственно качество очень низкое, то есть протекали, липучки не сходились, соответственно, наши дети до сих пор от этого страдают. По коляскам, значит, где-то около 150 тысяч они стоили в 2019 году, вот упали до 42-48 тысяч. Экономит на чем? На качестве. Вот и все. Соответственно, экономит на наших детях. Жалобы на качество средств реабилитации от инвалидов поступают уже несколько лет. Не самые современные слуховые аппараты, неудобные коляски, некачественная ортопедическая обувь, очереди в санатории. Даже у подгузников есть не все размеры, выдают их слишком мало и не в срок. В этих аппаратах детям невозможно не то что учиться, они не могут развиваться. Нам всего лишь дают два памперса, а один памперс на 2-4 часа работает. С похожими проблемами родители детей с инвалидностью обращались и к уполномоченному по правам ребенка. Например, по обуви. Родители приобрели обувь самостоятельно, и в результате им не выплачивалась компенсация за эту обувь, и в результате вмешательства уполномоченного компенсация была сделана, потому что, в принципе, изначально фонд сам предоставляет средства реабилитации, в том числе, например, ортопедическую обувь. Хождением по мукам называют инвалиды и их родственники попытку получить необходимые средства реабилитации. Юрий Никишин ждет, что система соцстраха станет доступной, прозрачной и более оперативной. Инвалид не может годами ждать положенного. Лечиться и проходить реабилитацию нужно здесь и сейчас. Юлия Гоголева, Лина Зинатуллина, Ленар Хузяхметов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.